привет! И сегодня я расскажу вам о легендарных исторических зданиях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в канадских эвакогоспиталей номер 3070 и 3062. Поистине медперсонал госпиталя в чрезвычайно суровых условиях совершал трудовой подвиг, излечив и вернув на поля сражений десятки тысяч воинов. В обоих госпиталях работало более 80 человек. Самоотверженно трудились в те годы врачи и медсестры Андреева, Лундина, Турская, Петрова и многие другие. Но были и потери. От тяжелых ран, полученных на фронте, умерло более 270 солдат. И все они захоронены на городском кладбище в братских могилах. С большой самоотдачей трудились медработники в эвакогоспиталях. На их плечах лежала задача – лечение и выхаживание раненых воинов. С первых дней Великой Отечественной войны перед народом и лечебными учреждениями стала задача обеспечить раненых бойцов и командиров необходимой врачебной помощью. Началась работа по созданию эвакогоспиталей. Первые эвакогоспитали появились в июле 1941 года. Эвакогоспиталь номер 3062 в годы Великой Отечественной войны был размещен в здании глазной больницы. Первые раненые бойцы были приняты 21 июля 1941 года. Медицинский персонал эвакогоспиталя составляли врачи-фельдшера Канадской городской больницы, а также медицинские работники, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Пскова и других городов. Начальником госпиталя номер 3062 был назначен Ананьев. Отделениями руководили врачи Карушкина и Турская. Госпиталь работал в здании глазной больницы до октября 1945 года. Госпиталь номер 3070 был организован 22 ноября 1941 года. Под его размещение были приспособлены здания школ номер 2 и 13, нынешняя школа номер 8 и дом детского творчества. Этот госпиталь специализировался по приему с ранениями верхних и нижних конечностей. Его начальниками были Островский, Софинская, Макаров и Максимов. С октября 1945 по 1948 год эвакогоспиталь действовал в качестве госпиталя инвалидов войны. Комсомольские и пионерские организации Канаша вместе с педагогами организовывали посещение госпиталей, проводили читки газет, помогали раненым писать письма, приносили книги, выступали с концертами, собирали лекарственные травы. А на втором этаже здания Дома детского творчества находится музей «Слава госпиталю». Работу с архивом ведут юные журналисты. Давайте пообщаемся с ними. Рома, расскажи, пожалуйста, как начал создаваться этот музей? Все началось в 1973 году, когда здесь была еще школа номер 2. Тогда ученики и учителя этой школы решили найти тех, кто лечился и работал в эвакогоспитале, что был здесь во времена войны. Позже, в 1981 году, когда здесь уже был Дом пионеров, здесь открылся клуб «Поиск». Вот их фотография. Они продолжили дело школы номер 2, продолжая писать письма родственникам тех, кто погиб в этом эвакогоспитале. Вот, у нас тут сохранились письма, открытки, телеграммы. Это карта Советского Союза. На ней точками отмечены города и села, куда дошли письма наших ребят. Это и Узбекистан, Украина, Беларусь и многие города нашей страны. Наверное, многие из этих солдат погибли молодыми. Да, это действительно так. К примеру, Петр Шнитко. В возрасте 17 лет он добровольцем ушел на фронт, где в первые же годы войны получил ранение, после чего был доставлен в этот эвакогоспиталь и скончался от ранения. А также белорусский парень Василий Рютов. Он закончил жизнь в этом эвакогоспитале в возрасте 22 лет. Ребята, я слышала, что во время войны сюда приходили дети, чтобы поддерживать раненых. Да, дети приходили в эвакогоспиталь. Они показывали концерты, пели песни, читали стихи и просто общались с ранеными. Их это очень радовало. Да, в особенности это радовало тех, кто прошел через ампутацию руки или ноги, поскольку это было для них очень тяжелым психологическим ударом. У нас сохранилось очень много записей, и из них мы знаем то, что многие из тех, кто прошел через ампутацию, не хотели возвращаться домой, поскольку считали то, что дома их такими не примут. Но после общения с детьми
они поменяли свое мнение. Лиза, это инструменты, которые использовались в госпитале? Да, эти инструменты сюда принесли бывшие работники эвако-госпиталя. В наш госпиталь привозили солдат, у которых были ранены руки или ноги. Вот, например, эти два инструмента использовали во время операций. Лиза, а можешь рассказать про эти инструменты? Да, в музее сохранились шприцы. Как видите, они были стеклянными и многоразовыми. Их приходилось кипятить по 40 минут перед каждым уколом. А что же этот инструмент? Это аппарат для измерения артериального давления. И на вес он нелегкий. Здравствуйте, Наталья Витальевна. Здравствуйте. Можете ли вы нам рассказать о эвакогоспитале 3070, который находился в здании Дома детского творчества в годы Великой Отечественной войны? Да, мне, конечно, очень приятно, что про наше здание, которое является памятником республиканского, регионального значения, знают, молодежь знает и интересуются. В нашем городе немало мест, связанных с Великой Отечественной войной. Это и 2 госпиталя, 3 здания. Вот в нашем здании и в школе номер 8, это был в 2 зданиях размещался эвакогоспиталь 3070. В здании нынешнего ММЦ, межтерриториального медицинского центра, размещался госпиталь 3062. Кроме того, на городском кладбище 11 братских могил, в которых захоронены бойцы, кто, к сожалению, не смог излечиться от ран, полученных на полях сражений, и, в общем, нашел свое пристанище в городе Канаш, хотя все они из разных уголков нашей страны. Дом детского творчества имеет свой музей эвакогоспиталя, где собраны фотографии медперсонала. И нашему зданию, оно задумывалось как школа в 1939 году, а окончание строительства пришлось на тот 1941 год, когда началась война. И, конечно же, здание построенной школы было передано под госпиталь. И здесь излечивались от ран не только наши земляки, но и те, кто на поездах дальнего следования проезжал мимо нашего города. Поскольку наш город является крупным железнодорожным центром, в общем-то, многие бойцы с различного рода ранами оставались в госпиталях, чтобы получить своевременную помощь. Отголоски той войны приходят в виде писем. Вот недавно, месяц назад, мы получили письмо из города Камышин Волгоградской области. Эта женщина, Крупецкая Галина Васильевна, прислала письмо, ищет сведения о периоде лечения, нахождения в нашем госпитале своего деда, Крупецкого Павла Васильевича. И ей удалось восстановить документы в исторических архивах, где есть сведения о том, что именно он здесь, проезжая из Казани в Чебоксары, он с обморожением попал в наш госпиталь. И об этом она узнала из достоверных источников, запросив документы в архивах, военных архивах. А можете ли вы сказать для наших телезрителей, как выглядело здание в годы Великой Отечественной войны? Здание выглядело так же. Оно мало изменилось. У нас единственное, что мы не могли, конечно, сохранить протекающую крышу. Естественно, перекрыта крыша. Но мы постарались материал такой подобрать, красный, красное раньше железом оно было крытое. Но, конечно, со временем она пришла в негодность. Железо проржавело, как вы понимаете. Поэтому, в общем-то, цвет крыши сохранен. Также мы стараемся, если заменяем окна в кабинетах, то внешний цвет рам у нас сохраняется коричневый.
форма рамы также не меняется, поскольку есть определенные требования, и чтобы заменить окна, мы даже отправляли письмо согласования в Министерство культуры, которое занимается сохранением объектов культурного наследия Чувашской Республики. И, получив положительное заключение, мы начали эту работу. Конечно, сразу все это не получится, но старые окна, конечно, они бесконечно, как вы понимаете, не могут существовать. Дерево, оно разрушается со временем и тоже небезопасно. Вот. А так оно выглядело так же, мы фасад ничем не меняли. Цвет зданий был желтый, как и многих административных зданий, расположенных в городе. Также вот они были желтого цвета. Но оно было до моего прихода в учреждение. Я думаю, что со временем мы его вернем ему первоначальный цвет. И со двора оно у нас желтое, желтого цвета. А так у нас вот в музей еще хотелось бы добавить, что с удовольствием ребята приходят в музей нашего Эвако-госпиталя. И весь апрель, как правило, в преддверии 9 мая мы рассказываем о том, что здесь было. Вот. И таких достоверных у нас нет, конечно, документов, но есть фотографии. Фотографии тоже, сейчас современные средства позволяют все отсканировать, сохранять все. Ну, в общем-то, ребятам очень интересно. Поэтому молодежь тоже должна знать, что было, что сохранилось в нашем городе. У нас есть замечательный краеведческий музей, потому что ветеранов становится все меньше и меньше. И поэтому очень дороги те воспоминания, которые у нас есть. И наша задача – сохранить то, что мы имеем, и гордиться то, что мы имеем. Если у наших горожан есть фотографии, связанные с нашим зданием, с госпиталем, если их родственники, может быть, лечились здесь от ран или работали, мы будем очень признательны, если они нам предоставят какие-то документы или фотографии. Я думаю, что мы их можем отсканировать и использовать дальше, показывать их ребятам. Спасибо большое. Здание, которое построилось до начала Великой Отечественной войны, до сих пор живет и служит людям. Врачи, медсестры, санитары и другие вспомогательные работники в суровое военное лихолетие трудились в стенах эвако-госпиталей. На их плечах лежала тяжелейшая ноша – лечение и выхаживание раненых воинов, спасателей Отечества. За свои доблестные подвиги врачи были награждены медалями в сфере медицины. Все для фронта, все для победы. Таков был девиз, которым руководствовались коллективы госпиталей и все советские люди. Честь, слава, живым и вечная память ушедшим. После войны эти врачебные корпуса – гордость и святая память не только канашцев, но и всего чувашского народа. Воспоминания – это прошлое человека, которое можно забыть или запомнить на всю жизнь. Оно может быть хорошим или страшным, как Великая Отечественная война. Но нашим труженикам удалось сохранить свои воспоминания. Воспоминания тружеников эвако-госпиталя номер 3062. Елена Ивановна Тимофеева. Работать в эвако-госпитале я начала в марте месяце 1943 года и уволилась лишь с его реорганизацией. За мной санитаркой были закреплены аж 6 палат, начиная с номера 44 по 49. В них лежали раненые кто в руки, а кто в ноги. Были и очень тяжелые раненые. На них даже смотреть было сложно. Я старалась обращаться к ним со всей душой. Находила теплые, ласковые, успокаивающие слова, чтобы хотя бы малость заглушить невыносимые боевые страдания. Афанасьева Людмила Афанасьевна, 1923 года рождения. Родилась в Шихозанском хуторе. С начала и до конца Великой Отечественной войны 1941-1945 годов работала в Канашском эвако-госпитале. Она вкладывала всю свою душу и старания в порученную ей работу по уходу за ранеными и являлась активным донором. Благодаря ее крови многие тяжелораненые бойцы были спасены и вернулись на фронт. Эта юная красавица – представительница героического поколения, на долю которой выпала святейшая миссия – защищать страну рабочих и крестьян. Страну, в сердце которой живет пламя Великого Октября. На долгую и добрую память дарю эту фотографию медсестре, любимой Верочке. Вспомни лейтенанта Ивана Бутова.
5 апреля 1942 года города Канаш. Такой автограф оставил офицер, выписываясь из госпиталя. Чтобы в нашу программу внести больше интересных фактов, мы взяли интервью у главного хранителя краеведческого музея Надежды Константиновны Шмониной. Добрый день, Надежда Константиновна. Вы главный хранитель краеведческого музея. Вы, наверное, много знаете о исторических артефактах, исторических данных. Могли бы вы нам рассказать о таком историческом здании, как Эвако-госпиталь 3062? Конечно, время уходит уже. И многие факты, они стираются, но все равно в памяти людей остается то, что в годы Великой Отечественной войны в этом здании находился Эвако-госпиталь за номером 3062. И вот на этом белом фоне, где висит мемориальная доска, как раз говорятся эти цифры. И вот когда началась Великая Отечественная война, в наш город приходит приказ о том, чтобы открыть Эвако-госпиталь. И вот уже 9 июля 1941 года начали к нам поступать первые раненые. Тогда не было, в общем-то, машин. Было всего 2 машины в Эвако-госпитале. И чтобы привозить раненых с железной дороги, обратились ко многим организациям нашего города. И вот тогда все организации, чем могли, они помогали, и все раненые поступали в этот Эвако-госпиталь. Но мне хотелось бы сказать о людях, которые работали в этом Эвако-госпитале, потому что вот именно благодаря им было очень много сделано, вылечено раненых и отправлено. Кто-то отправлялся домой, то есть раны были очень тяжелые, а кто-то снова шел на фронт. И вот в этом Эвако-госпитале работала Карушкина Антонина Алексеевна. Сейчас ее уже, конечно, нет, потому что прошло много времени, но люди ее с благодарностью вспоминают, потому что человек был, в общем-то, настолько ответственный, настолько, наверное, очень болел душой за этих раненых. Вот был такой момент, я просто вот хотела сказать, чтобы вот, наверное, понять, наши жители оценили ее труд, что вот у нее на тот момент было 2 детей маленьких, и ей приходилось сутками работать в этом Эвако-госпитале, потому что было очень много раненых, а она была начальником 1-го хирургического отделения. То есть нужно было делать операции, нужно было спасать, и поэтому она наняла бабушку, которая присматривала за ее детьми. Конечно, болела душа, хотелось пойти домой, оказать тоже помощь своим деткам, за ними присмотреть, поиграть, но не было времени. И вот еще об одном из работников Эвако-госпиталя хотелось бы сказать. Это Солодкова Людмила Антоновна. Она приехала в наш город в 1938 году, еще до войны. Работала в нашей городской больнице. И вот тоже так получилось, что ей пришлось работать в 2 Эвако-госпиталях. То есть мы уже говорили 3062, и потом уже следующий госпиталь открылся позже. Это 3070, как мы его говорим, тоже про него. Вот. Но самое главное, что начинала она именно с этого госпиталя, работала врачом-ординатором. То есть что входило ее в обязанности? Это в первую очередь то, что нужно было. Ведь раненые были не только раненые, они еще приезжали очень ослабленные. Им приходилось, может быть, где-то в окопах там находиться долгое время, и они, в общем-то, болели. И вот она должна была их всех прослушать. Вот как раз, наверное, сегодня, Катя, вам будет интересно посмотреть вот этот вот предмет, и вы, может быть, догадаетесь, да, что это такое. Это фонендоскоп, да? То есть вы уже таким вас уже не слушают врачи, потому что они ушли в прошлое. А вот в годы Великой Отечественной войны вот был такой фонендоскоп. И Людмила Антоновна, она вот всех раненых слушала, то есть у кого-то была температура, у кого-то было, может быть, подозрение на пневмонию, то есть, в общем-то, вот оказывала им помощь. И то, что интересно, мне почему хотелось рассказать про нее, потому что человек уже, когда закончилась война, она тоже очень многого достигла. Вот здесь у меня сегодня документы, потому что, вот я говорю, вот, наверное, закаленная в такое трудное время, именно что прошла вот эту всю войну вместе с ранеными, и ей помогло, наверное, стать депутатом. Сначала Верховный Совет Чувашской ССР она стала депутатом, а потом ее дважды избирали депутатом Верховного Совета Российской Федерации, то есть РФСР. То есть мы сейчас бы сказали Российская Федерация, на тот момент была РФСР. То есть вот 2 таких больших у нее было ответственных, можно сказать,
депутатских должностей. Ну и Людмила Антоновна, она была много раз награждена, поскольку ее труд был оценен тоже. И у нее очень много у нас вот таких вот почетных грамот. То есть вот такой вот у нас интересный работник эвакогоспиталя, который, я говорю, в последующем, наверное, все свои знания отдавал и нашей городской больнице. Здесь вот тоже, если мы посмотрим на вот эту вот книжечку, это у нас почетные граждане города, то мы здесь увидим и Сладкова Людмила Антоновна, поскольку она в последующем и получила это высокое звание почетный гражданин города Канаш. То есть вот такие работники работали. Ну, еще, наверное, надо сказать о том, что вот вы спросили, да, наверное, в чем заключалась вот эта вот работа, да, в эвакогоспитале, что там находилось. И за годы войны было вылечено 16 тысяч бойцов в 2 эвакогоспиталях. То есть это одна цифра идет. Работало 80 человек, вот тоже как бы вот по данным. И то есть вот это вот была огромная, ну, в общем-то, такая помощь фронту, что лечили раненых и отправляли их на фронт. Поэтому наш город, он, ну, везде известен. Не только за пределами Чувашии, но его знают очень многие, потому что лечились их тут братья, лечились отцы, дедушки, все, кто воевал на фронте, кто вот получил помощь именно в нашем городе. Материалы к нашему фильму мы собирали по-настоящему, по крупинкам. В нашей передаче принимали участие люди, которым дорога память нашей истории. И мы за это им безмерно благодарны. С вами была Екатерина Мельникова и передача «Крупицы Канаша».